200 дней кровопролитных боев, более миллиона погибших солдат. Солдат, павших за Сталинград, продолжают вспоминать по всей стране. 2 февраля Россия отпраздновала 75-летие освобождения города-героев от немецких захватчиков. Памятные акции прошли и в Северной Осетии. А накануне наша делегация отправилась в Волгоград. К памятнику воинам-осетинам, погибшим во время Сталинградской битвы, возложили цветы. В составе делегации была и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Генриетты Албеговой. Высота 102. Именно так называли это место во время Сталинградской битвы. Эта точка была стратегически важным объектом благодаря своему географическому положению. Отсюда можно было контролировать не только весь город, но и переправу через Волгу. Образ матери в простой развивающейся одежде и призывающей всех на борьбу с захватчиками узнаваем во всем мире. Битва за Мамаев-Курган самая кровопролитная за всю историю войн. Она длилась 135 суток из 200 дней всей битвы за Сталинград. Но советские войска все же одержали победу. Их память уже 50 лет надежно охраняет почетный караул Волгоградского гарнизона, одной из элитных рот Южного федерального округа. Караульные сменяются каждый час. Сегодня здесь десятки памятников тем, кто сложил свои головы за свободу Родины. Один из них – погибшим солдатам из Северной Осетии. Венки и живые цветы к монументу возложила североосетинская делегация. В ее составе представители Министерства по вопросам национальных отношений, Совета ветеранов и общественного движения Высший Совет Осетин. Памятник установили в мае прошлого года при поддержке главы республики Вячеслава Битарова. Скорбь должна быть тихой, не выпячивать ее. Не выставлять ее на показ. Она должна быть в сердце. Вот мы с этой скорбью прибыли сюда по воле народа Осетии, по поручению главы республики Вячеслава Зелимхановича Битарова и по долгу памяти. И мы будем эту память хранить всегда, ибо потеряв память, мы потеряем все. Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной войне. За освобождение города сражались около 1 миллиона солдат. Именно столько людей сейчас живет в Волгограде. Среди погибших в той кровопролитной битве 5000 выходцев из Северной Осетии. Каждый год на этом месте павших соотечественников вспоминают и представители одной из самых больших осетинских диаспор в Волгограде. Когда мы памятник видим, то кажется, как будто они все здесь. И мы сюда приходим, кстати, если так вот обычные дни пройтись по памятникам, то всегда у осетинского памятника цветы лежат. Мы постоянно наведываем, то одни, то другие, то третьи, кто мимо едет. Даже делегация одна приехала из Калининграда, и там, видимо, русские. И там с осетинами, видимо, дружат, и они тоже услышали, и мне говорят, я их экскурсировал по основному комплексу, а говорят, а где тут осетинский памятник? Я говорю, так. Цветы специально держали, я их подвел, и тут они возложили. И вот такие моменты тоже бывают. Осетинская диаспора тесно взаимодействует с Министерством по вопросам национальных отношений Северной Осетии. Именно они и были инициаторами установки памятника в мемориальном комплексе. Волгоградская диаспора. Она одна из самых крупных, она одна из самых деятельных на территории Российской Федерации. Те связи, которые у нас имеются с нашими земляками здесь, на этой земле, они достаточно устойчивые, они достаточно крепкие. И мы уверены, что в дальнейшем вот те связи, которые есть, они будут только расти, они будут развиваться. Одному из решающих сражений Великой Отечественной войны посвящен музей «Панорама. Сталинградская битва». Это уникальное место, которое может перенести в прошлое и помочь прочувствовать каждый день, который проживали солдаты в борьбе за мир и свободу. Здесь даже можно увидеть, в каком состоянии после войны немецкие фашисты оставили Сталинград. В экспозициях музея многочисленные фотографии, вещи великих полководцев и уникальные экспонаты, в том числе и героев из Северной Осетии. На одном стенде фотография висит Таутиева, старший лейтенант стрелкового полка. Знаменит был Таутиев тем, что батальон под его командованием во время Сталинградской битвы в ноябре 1942 года, во время сражений, он лично пленил 2 румынских генералов.
потому что в немецких войсках, румынские войска, они шли впереди немцев. Но во время сражения был он тяжело ранен. Но все равно их доставили. Но после от ранений, где-то в декабре, от раны он скачался в шашку генерала Исаплиева. Потому что Исаплиев тоже на подступах Волгограда, недалеко от Волгограда, где станица Голубинская, в тех местах он воевал на подступах. Ну, естественно, корпус проявил себя тоже. Волгоград – город-герой, который хранит в себе немало боли и слез. Сейчас сложно представить, что происходило 75 лет назад в этих местах. Но земля здесь пропитана духом патриотизма, а люди – уважением к тем, благодаря кому сегодня живут под мирным небом. Генриетта Албегова, Александр Каджаев из Волгограда специально для программы «Новости Осетии».